настоящий музыкальный Бродвей в четверг и в пятницу превратилась улица Баумана. Здесь зажигательные песни чередовались с танцами. Болельщики из Бразилии, в отличие от уличных музыкантов, денежку не собирали. Тем, кто хотел отблагодарить за настроение, предлагали просто угостить их пивом. Это такой барабан, я привез его из Бразилии. Мы любим с друзьями веселиться и исполнять бразильские песни. Мы хотим, чтобы сборная нашей страны победила. Нам очень нравится в Казани. Андре, Саускавера и Педро передают видеопривет в чате женам и говорят нам: на связи каждые 3 часа, иначе бы не отпустили. В России на футболе уже 3 недели, и уезжать не хочется. 2-0. In finale. Final. Brazil, Russia. 1-1. Penalty. Всего в Казань приехало 10 тысяч фанатов из Бразилии. В Казани повезло, что нам дали такую возможность провести целых 6 матчей. Мы посмотрели невероятный футбол, потрясающие команды, просто какие-то фантастические эмоции. Важно, что, в общем-то, сегодня можно констатировать, что все службы, все сервисы, которые, в общем-то, готовились к чемпионату, отработали на максимальном своем уровне. У отеля, где разместилась сборная Бразилии, день и ночь дежурила многочисленная армия фанатов. Прибывшие в столицу футболисты пообщались с болельщиками, оценили подарок от города, новое граффити Неймара, и разместили видео флешмоба в соцсетях. В городе мы заметили необычный транспорт. Науру Джуниор приехал в Казань на седане 1968 года. Бразильский журналист вместе с помощником снимает и пишет о закулисной жизни чемпионата. Болельщики передвигались по столице и на 3-метровом велосипеде. Я был в Самаре, когда сборная Бразилии выиграла у сборной Мексики. Это мой 2-й матч и 4-й чемпионат мира в моей жизни. Я очень рад, что приехал в Казань. Это великолепный город. Здесь такие дружелюбные люди. На трибунах стадиона «Аншлаг» 42 873 зрителя. Но найти билеты в пятницу на матч все-таки было возможно. Но, как выяснилось, поисками занимались не только мы, но и правоохранительные органы, которые ловили за руку перекупщиков. Билет продают, да? Да. А почем продаете? Не продаю. Вот только что хотели продать, я вас поймал по лестнице. А почем хотел продавать? По номиналу. А номинал сколько? Ну, сколько там написано, столько и есть. А подскажи, сколько там написано? Скажите. 21 900. У меня друзья не пошли. Кстати, за спекуляцию предусмотрен штраф в размере от 20 до 25 кратной стоимости входного билета. Он идет с муссом из копченой скумбрии и сельди, и свежайшее филе кильки. Это очень вкусно. Там, с черным хлебом вообще просто атас. Болельщики из Бельгии в Казани были не так заметны. Впервые мы их встретили на стрит-фуд-фестивале «Гастрономическая карта России». Здесь можно было попробовать футбольное меню от лучших шеф-поваров из 11 городов страны, принимающих игры чемпионата. Одной из самых таких классных фишек нашего фестиваля, так как мы являемся самым гостеприимным городом России, мы решили накрыть еще и самый длинный стол великолепной скатертью, которая выполнена в символике тех стран, которые играли в городе Казани. В Казани на этой неделе зафиксировали очередной рекорд. Сделали съедобную копию стадиона «Казань-Арена» из 6 тысяч роллов весом 85 килограммов. Бельгийские болельщики в один голос нам говорили, что хоть их и немного, но поддержка на стадионе команды будет горячей. И действительно, звезды сошлись. 5-кратный чемпион мира сборная Бразилии была обыграна со счетом 2-1. Николас говорит, он тоже поучаствовал в этой победе, как талисман. Это статуя Христа из Бразилии, и поскольку мы играем с Бразилией, мы надели на нее футболку нашей сборной. Как бы говоря, это наш бельгийский Христос. Я специально одеваюсь как талисман нашей команды уже несколько лет. Колумбийцы берут билеты на день после матча домой.
Но если выиграют, соответственно, эти билеты меняют. Вот такая традиция. Вот. Очень остались довольными японцы. Они жили на базе у нас Рубина. Очень довольной осталась и австралийская сборная, но, к сожалению, она первой покинула Казань. Не смогла выйти из группы, отмечает Владимир Леонов. В четверг уехали колумбийцы. Разъехались все сборные, которые базировались в Казани. Крайний матч на Казань-арене завершен. Футбольная сказка близится к финалу. Для болельщиков продолжает работать фан-фестиваль у чаши. И в таблоидах, и сегодня везде в средствах массовой информации пишут, что все-таки мы сделали такую, по-настоящему, не в кавычках, а перезагрузку нашей страны относительно такого внешнего периметра. Я больше скажу относительно внутреннего периметра, потому что мы раскрыли наши города, раскрыли потенциал нашего народа. I think Kazan has been a fantastic host city for the World Cup. Казань – это фантастический город, это очень красивый город, это город с богатой историей и культурой. Матчи, которые мы видели в Казани на чемпионате мира, это невероятные матчи. Великолепная игра, великолепный стадион, великолепная атмосфера как в городе, так и на стадионе. Хочется вновь вернуться и еще раз вернуться в Казань. What can we wish more? I don't know. Just to come back to Kazan. То, что в столице Татарстана президенту ФИФА очень понравилось, свидетельствует тот факт, что он лично приехал в субботу в исполком Казани, чтобы выразить слова благодарности. Кстати, пока Казань — единственный город, в исполком которого приехал Джанни Инфантино. Он отметил хорошую работу команды мэрии. Большое спасибо. Владимир Владимирович Путин собирает большое совещание уже, которое как раз-таки будет посвящено отдельно наследию чемпионата мира по футболу. Мы подведем и статистические итоги, но и думаю, что пропишем, и, в общем-то, будут какие-то протокольные решения, некой дорожной карты, как мы с этим наследством, богатством, я скажу, будем жить и развиваться дальше. Но, пожалуй, о главном итоге чемпионата мира можно говорить уже сейчас. Это невероятный положительный импульс в развитии спорта вообще и футбола в частности. Родители стали приводить, звонят всегда нам в школу. Тренер Ренат Гениатуллин говорит, записаться в секцию по футболу хотят как мальчишки, так и девчонки. И этому можно только радоваться. Очень большой поток начинается, потому что это очень здорово стимулирует детей. Они не только, как говорится, в компьютере сидят, теперь они хотят сами это посмотреть, как это получается. Правда, есть большой недостаток, во дворах не играют, и приходится их обучать. У них нет навыков. А у тех, кто уже играет в футбол, появились новые кумиры. И все это благодаря неожиданной игре нашей сборной России на чемпионате. Тенденция такова: воспитанники, к примеру, этой спортивной школы Вахитовского района не хотят теперь быть похожими на Месси, Рональдо и Неймара. Лучший игрок сборной, по моему мнению, Александр Головин. Он невероятно техничен, он скромен, он адекватный молодой человек. Я очень хочу быть похожим на него. Во вторник и в среду нас ждут два полуфинала чемпионата мира. Игра за первое место в следующее воскресенье пройдет в Москве. Сергей Земляков, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней.